Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойер Ферзода. Укрепление научного потенциала страны, внедрение изобретений в производство, повышение качества обучения на всех звеньях образования, привлечение молодых талантов к изучению современных технологий, к творческим и техническим деяниям являются важнейшими задачами сферы науки и образования. В Таджикистане придается первостепенное значение данной сфере. Продолжаются реформы на всех уровнях образования и уверенно устраняются имеющиеся проблемы. В Таджикистане прежде всего придается серьезное значение развитию дошкольного обучения. Увеличивается количество дошкольных учреждений, создаются благоприятные условия для интеллектуального развития детей. В рамках государственных программ и с участием населения в течение 3 будущих лет будут созданы 1050 дошкольных и общеобразовательных учреждений, большая часть которых предназначена для сельской местности. Несмотря на это, правительству страны, Министерство образования и науки, председателям областей, городов и районов во время своего послания парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил обеспечить развитие и расширение учебных заведений, в том числе и дошкольных, и до 2021 года добиться 30% охвата детей дошкольным образованием. Только в 2018 году в стране за счет всех источников были построены и сданы в эксплуатацию 151 образовательных заведений на 73 тысячи посадочных мест. И этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Уровню и качеству образования и впредь будет придаваться первостепенное значение. Поэтому Министерство образования и науки совместно с Министерством развития экономики и торговли и другими соответствующими структурами и органами необходимо до 2020 года полностью решить вопрос нехватки преподавательских кадров. Глава государства отметил, что в сфере образования существуют 2 основные проблемы. Первая – это нехватка профессиональных педагогических кадров. И второе – повышение уровня и качества обучения во всех образовательных учреждениях страны. Поэтому необходимо регулярно повышать уровень профессионализма всех преподавателей и в связи с этим еще больше укреплять деятельность курсов повышения квалификации учителей. Вдобавок к этому наставники и учителя, все работники сферы образования, начиная с аппарата министерства и его местных структур до учебных заведений, несмотря на формы их собственности, по всей стране каждые 3 года 1 раз должны проходить аттестацию. Еще в 2003 году был принят указ президента страны об усовершенствовании преподавания и обучения русского и английского языков. Анализы показывают, что результаты в этом вопросе пока остаются неудовлетворительными. Если мы хотим шагать в ногу с передовой частью человечества, то должны придавать серьезное внимание этому вопросу. Поэтому правительству страны, Министерством образования и науки, экономического развития и торговли, Академии наук поручается разработать и представить в первом полугодии 2019 года новую программу совершенствования обучения русского и английского языков на период до 2030 года. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании Маджлиси Ули Республики Таджикистан отметил, что одной из стратегических целей, которая непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала страны, является обеспечение продовольственной безопасности посредством развития сельского хозяйства. С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности за счет реализации государственных инвестиционных проектов и государственного бюджета в период независимости направлено более чем 12 миллиардов сомони. В результате предпринятых правительством мер общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, то есть с 7,4 миллиарда сомони 2000 года до 21,3 миллиарда сомони в 2018 году, а экспорт продукции этой сферы систематически увеличивается. Вместе с тем, чтобы достигнуть поставленных задач в направлении развития сферы и создавать рабочие места, необходимо придавать большее значение вопросам хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В настоящее время незначительная доля производственного хлопка перерабатывается внутри страны, а имеющиеся возможности в направлении создания рабочих мест в текстильной сфере используются не в полной мере. Согласно статистическим данным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего 10-12% хлопковолокна. В 2018 году экспорт хлопковолокна по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза.
Поэтому необходимо принять решительные и эффективные меры по улучшению обеспечения потребительского рынка качественной сельскохозяйственной продукции и увеличению объема ее экспорта за счет эффективного использования земли, введения в сельхозоборот бросовых земель и освоения новых, повышения урожайности культур и развития сферы семеноводства, увеличения площадей постоянно действующих теплиц и количества охладительных помещений для хранения овощей и фруктов. Также Министерство сельского хозяйства и Академия сельскохозяйственных наук обязаны в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами и местными исполнительными органами государственной власти обеспечить выполнение принятых отраслевых программ и каждые 6 месяцев предоставить правительству страны информацию о проделанной работе. Вдобавок к этому необходимо за счет бросовых земель и предгорий систематически увеличивать площади садов и виноградников, в том числе и интенсивных садов. Таджикистан, кроме своего культурного наследия, богат своей флорой и фауной. В горах нашей страны можно встретить одного из самых редких и самых загадочных животных – снежного барса. Он занесен в таджикскую и международную Красную книгу. Об этом грациозном хищнике расскажет Зумрат Файзиева. Снежный барс считается одним из самых загадочных и самых высокогорных животных семейства кошачьих. Другие его названия – ирбис, снежный кот, горный леопард. В Таджикистане его называют озодапаланг. В горах Памира это грациозное животное называют хозяином гор. Считается, что из всех стран Центральной Азии снежный барс больше всего встречается в Таджикистане. Он занесен в таджикскую и международную Красную книгу. Вокруг снежного барса существует много легенд и сказок. В народе говорят, если будешь охотиться на барса и убьешь его, то непременно в семье того человека случится неприятность. Снежный барс олицетворяет собой величественный загадочный мир гор Таджикистана. Этот грозный и благородный хищник из семейства кошачьих – постоянный обитатель высокогорных мест. В Таджикистане принимаются меры по сохранению популяции снежного барса. Как хищник, снежный барс никогда не нападает на человека. Мех барса настолько теплый и густой, что великолепно защищает животного в суровых условиях. Лапы мягкие и длинные, они не проваливаются в снег, и это позволяет животному удачно охотиться. Прыжок во время охоты может достигать до 6 метров в длину и 3 метров в высоту. Самцы снежного барса обычно крупнее, массивнее, крепче своих соплеменниц. Взрослые самцы весят от 65 до 75 килограммов. Длина тела до 2,5 метров. Зрение у ирбиса хорошо развитое, острое. Отличительная особенность по сравнению с другими крупными кошками – конечности снежного барса сравнительно короткие. Лапы снежного барса напоминают лапы рыси и благодаря особому строению ступни позволяют идти по глубокому снегу, не проваливаясь в него. Хвост очень длинный, превышает 3/4 длины тела, покрыт густой шерстью и поэтому кажется очень толстым. Служит балансиром при прыжках. Снежный барс ведет в основном одиночный образ жизни. Индивидуальный участок составляет около 160 квадратных километров. По словам специалистов, в Таджикистане обитает более 250 снежных барсов, в первую очередь на Памире. Незаконная охота, отсутствие потенциала по сохранению и снижению кормовой базы были определены в качестве угроз этому исчезающему виду в Таджикистане. Таджикистан, являясь инициатором Бишкекской декларации по сохранению снежного барса и членом глобальной программы по сохранению снежного барса, стремится объединить государства ареала снежного барса для того, чтобы сообща признать угрозы снежному барсу и принять на себя обязательства по скоординированным национальным и международным действиям. Ведь снежный барс – это не опасный для человека красивый и благородный хищник, который нуждается в охране. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение Таджикистан.
Тела всех 39 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны. Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией Усман, увеличилось до 122 человек. Сильнейший за 50 лет тайфун Пабук обрушился на курорты на юге Таиланда. Об этих и других событиях в мире смотрите в блоке зарубежных новостей. Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией Усман, увеличилось до 122 человек. Ранее сообщалось о 85 погибших. По информации, 28 человек считаются пропавшими без вести, около 60 получили ранения. Всего стихия затронула более 75 тысяч человек. Из них более 30 тысяч находятся в центрах для эвакуации. В некоторых районах 3 и 4 января в образовательных учреждениях отменены занятия. Тропическая депрессия покинула Филиппины 30 декабря. Наиболее пострадала от стихии провинция Южный Камаринес, где сильные дожди вызвали сход оползней. В результате авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 11 членов одной семьи, жители деревни Шаафа, провинции Дейз-Зор. Об этом мировую общественность проинформировал государственный телеканал Ихбария со ссылкой на местные источники. Коалиция во главе с США периодически бомбит город Хаджин и близлежащие деревни в провинции Дейз-Зор под предлогом помощи отрядам сирийских демократических сил в борьбе с террористической группировкой. В штате Флорида на автотрассе столкнулись и загорелись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли 6 человек, и еще 8 получили травмы и были госпитализированы. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии. В результате происшествия на трассу вылилось около 190 литров дизельного топлива. Пожарные ликвидировали возгорание. Сейчас спасатели проверяют лес рядом с местом аварии. Предполагается, что там могут находиться другие пострадавшие. Подробности и причины ДТП пока не сообщаются. В США в ходе перестрелки погибли 2 человека, и еще один получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Инцидент произошел в городе Сент-Луис, штата Миссури. В настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают полицейские, которые пытаются установить обстоятельства случившегося. 6 человек умерли в Грузии от свиного гриппа за месяц, сообщил глава Центра по контролю заболеваниями страны. По приведенным данным, на данный момент в стране лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа. По словам специалистов, динамика роста случаев заболевания в стране умеренная, однако по сравнению с 2018 годом отмечается больше случаев осложнения. На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек. Сильнейший за 50 лет тайфун Пабук обрушился на курорты на юге Таиланда. Первый удар на себя приняла провинция Чупхон. Там разрушены дороги, повалены деревья, с местных пляжей эвакуируют отдыхающих. Они выстраиваются в огромные очереди, ожидая паромы и катера. Из-за шторма прекращено до 6 января сообщение самым популярным у туристов островом Самуэ. Заблокированные там люди сейчас пытаются запастись продуктами, сметая все с полок магазинов. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!